В нашей республике есть личности, которые вписали свою жизнь в историю страны. И эти истории мы рассказываем вам в год воинской и трудовой доблести. И сейчас наша рубрика о настоящем герое, участнике Великой Отечественной войны, Алексее Писареве из Тюлечинского района. Сегодня ему исполнилось 100 лет. В селе Большие Нырсы дети показали спектакль об истории жизни ветерана. Телеграммы с поздравлениями прислали Владимир Путин и Рустам Минниханов. О жизни человека, видевшего целую эпоху, Анастасия Клишева. В школу Алексей Писарев приходит в окружении первоклассников. Между ними почти век разницы. Ученики подготовили спектакль о жизни ветерана, чтобы в день его столетия рассказать историю, которая стала историей страны. Алексей Писарев родился в Сабинском районе в многодетной семье. С малых лет привык к труду. В 1943 году после успешной сдачи экзаменов поступил в Казанский химико-технологический техникум. В этот год он получает похоронку на сестру медработника, погибшую при освобождении Украины. Следом весть о смерти отца. Алексей уходит на фронт вместе с 17 товарищами. Вернулся только 3. Он служил в Забайкальском фронте, участвовал в войне с Японией и после победы остается в армии еще на 7 лет. Смотри, какая яркая звезда. Это наша звезда. Наша. В родной деревне его ждала не только мать, но и судьба – фельдшера Александра Баринова. Они проживут вместе 54 года, вырастят 4 детей. Сегодня у Алексея Ивановича 7 внуков и 17 правнуков. Он работал комбайнером, пчеловодом и бригадиром. Ведет активный образ жизни. Каждое его утро начинается с часовой зарядки, а дальше все расписано поминутно, особенно летом. Работа только в саду. Шланг, вода, грядки там, сорняк, в общем, все, что можно под силу. Вот, я любил, с землей, как привык, так вот помогаю. Он пишет и читает стихи, выступает на конкурсах. В марте выступил в Казанской филармонии. И мы сплетясь, как пара змей, обнявших крепче 2 друзей, упали разом, и во мгле бой продолжался на земле. Родные на каждый юбилей ставят ему новую цель. После 95 лет дожить до 100, а после 100 встретить 105-летие. По паспорту он родился 30 марта. Мы его тоже уже поздравляли. И вот с 30 по сегодняшний день идут звонки многочисленных родственников, поздравляем. И это будет до 9 мая. Это бывает каждый год. В день рождения он возложил цветы к вечному огню, а в школе открыл парту героя в память об участниках СВО. У нас в районе 2 участника Великой Отечественной войны. Алексей Иванович, он пример для подрастающего поколения, он гордость нашей страны. 5-летие я обещал, что на 100-летие обязательно приеду. Вот сегодня сдержали свои слова. Секрет своего долголетия ветеран видит в здоровом образе жизни и спорте. Но в этот день он не только принимал поздравления, но и сам пожелал молодежи самого главного. Я всем желаю, молодым и мужчинам, которые здесь, чтобы был мир во всем мире, чтобы все жили в счастье, прекрасной жизнью, радостной. Всего доброго. Анастасия Клишева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Тюлечинский район.